Термин «помирец», он появился совершенно недавно. Где-то, возможно, конец 70-х, начало 80-х годов. И мы сами себя такими не называли. То есть не было. Вот я нахожу книги старые, очень старые, достаю из архивов, там нигде не указывается, нигде нет этого слова, что помириться. Но, к сожалению, нас так начали называть таджики Душанбе, таджики с других регионов, понимаете? Это они нас стали называть помирцами. Мы себя сами так не называли. Это прижилось. А вам приятно, когда говорят помириться или... Но сегодня уже да. Уже да? Да. То есть после событий гражданской войны, В 92-м, да, когда геноцид шел именно над нашим народом, вот, мне это понравилось. То есть там уже мне выбора не оставалось. Я вынужден был помириться, быть помирцем. Вот. Хорошо. И я еще уточню. Окей. Вот старшее поколение, кто действительно работал во благо всей республики, да, кто положил в живот во имя всего этого, они очень негативно это воспринимали, когда их называли помирцами. Почему? Ну, это считалось оскорбительным. Вот. Это была какая-то грань отделения. То есть мы сегодня считаю, вот когда мы зовемся помирцами, считается, мы как-то отдаляемся. Понимаете? Но никто не знает, что это нас нарекли так другой народ и отдалили нас от себя сами. Понимаете? То есть вот этот термин, мы его не придумали. Его придумали совершенно другие люди, что как-то нас отделить.